Вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как стало известно нашему телеканалу, на данный момент во всех 5 заречных районах энергетики восстановили электроснабжение по постоянной схеме. Несмотря на крайне тяжелые условия, плохую видимость, густой снег и низкую температуру, которая ночью опускалась до минус 50 градусов, бригады Маинских и Чурапчинских районных электрических сетей незамедлительно выехали на осмотр линии и в кратчайшие сроки завершили восстановительные работы. А сейчас представляем вашему вниманию брифинг по восстановлению энергоснабжения в заречных районах республики. Предлагаем послушать. Сегодня в ходе проверки в 11:30 обнаружили, где была у нас аварийная ситуация. Дальше после 3 была устранена эта авария, как и это поручалось 12 часов при проведении КЧС. И после 3 уже был успешный запуск. И по постоянной схеме сегодня энергетики 17:15 они подключили все абоненты 5 районов. Я хочу, пользуясь случаем, выразить энергетикам, ребят, которые занимались устранением. Сегодня в рамках данного КЧС мы дадим поручение компании и министерству поощрить ребят за проявленное, как говорится, трудолюбие, несмотря на низкую температуру. И мы считаем, что они справились за то время, которое они в себе вкладывали. И мы уверены, что впредь такого не произойдет. Если будет происходить, то также профессионально они устранят все такие нештатные ситуации. Безусловно, каждая авария у нас анализируется, делаются выводы муниципальным образованием и, безусловно, Республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям и штабом по энергобезопасности. И мы сегодня, конечно, после всего сделаем выводы. В 12 часов было уже дано поручение муниципального образования делать выводы. И мы по итогам этой аварии предварительно имеем село Мандагай Чурапчинского района примерзание животноводческого комплекса и жилого дома. И сегодня район и коммунальщики совместно с сельхозпроизводителями данного объекта проводят работу по устранению данной аварии. Это был брифинг о ситуации с восстановлением электроснабжения в заречных районах республики после аварии. Тем временем работы продолжаются. Отметим, что в результате аварийного отключения по информации администрации Чурапчинского улуса, также в селе Хаяхсыт, остался без тепла частный жилой дом, подключенный к газоснабжению. В селе Чурапчи отмечаются проблемы с теплоснабжением в одном частном доме микрорайона Молодежный и в 2 квартирах многоквартирного дома в микрорайоне спортивной школы-интернат. Сейчас по данным адресам ведутся восстановительные работы. А по информации главного инженера теплоэнергосервис Виктора Иванова, в Усть-Майском районе котельные также работают в штатном режиме. В Амге ситуация стабилизируется, все службы работают над устранением аварийных отключений. Так, авария электролинии устранена, электропередача по всему улусу включена. И по последствиям вот этой аварии у нас проблемные вопросы остаются в Бютине. Там из-за отключения электроэнергии пострадали несколько частных домов. Сейчас там работает бригада ГУП ЖКХ и местного населения. Остались 3 дома, которые нужно сейчас отогреть. Работы ведутся. И к другим темам. За сутки в республике зарегистрировали 118 случаев COVID-19, передает региональный оперштаб. Из них в Якутске 48 случаев, в Алданском и Нерюнгринском районах по 11. 8 человек заболели в Мирнинском районе, 5 в Мегино-Кангаласском, по 4 заболевших в Нюрбинском и Налекминском районах, 3 в Сунтарском. Еще по 2 случая зафиксировали в Амгинском, Вилюйском, Намском, Аймиконском, Тампонском, Усть-Майском и Устьянском районах. Еще в 10 районах республики зарегистрированы единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.
Свыше 60 безнадзорных собак отловили на улицах столицы республики за минувшие 4 дня. Об этом сообщил директор службы эксплуатации городского хозяйства Аял Егинов. Он добавил, что по данным травмпункта уменьшилось число укусов с 10 за прошлую неделю до 5. Но при этом в 3 случаях хозяин не установлен, сообщил он. Егинов также отметил, что фонд «Помоги выжить» повысил тарифы на возврат животных. Если раньше это стоило от 500 рублей, то сейчас от 2000. Второй новый котел в котельной ОГАТП в Алекминске планируется установить 22-23 декабря. После этого приступят к поэтапному ремонту старых действующих котлов. Отмечается, что в данное время объект работает в штатном режиме. Напомним, 14 декабря в котельной, к которой подключены 32 жилых дома, из строя вышли 2 котла из 5. Вчера, 18 декабря, в котельной был установлен и подключен новый котел большей мощности. Между тем, в Ленске продолжается вручение ключей участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Введен еще один дом по улице Якутская в новом жилом квартале Рабочий. Ленчане с удовольствием осматривают свои квартиры и даже, несмотря на морозы, которые установились в Ленске, пакуют чемоданы и занимаются переездом, чтобы Новый год встретить в новом доме. Анна Кожевникова побывала в гостях у новоселов. Ленск – лидер программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Мы опережаем этапы этого федерального проекта и занимаем первое место среди других районов республики. А параллельно этому нефтегазодобывающая столица Якутии преображается и обретает облик современного города. Из покосившихся стареньких двухэтажек, построенных в середине прошлого столетия, ленчане сегодня переезжают в новые уютные квартиры, расположенные в современном жилом комплексе «Рабочий». Эстафету по переселению в рамках реализации федеральной программы приняли на этот раз жители улицы Чапаева. Это часть города старой деревянной застройки, не раз страдавшая от разрушительных наводнений. Жили мы по Чапаева 20 лет. После наводнения получили. Все удобства на улице в том доме были. Сделали, конечно, канализацию сами. Поставили мы двери железные, и когда по ним можно было температуру на улице определять. Если промерзла до ручки, значит уже за 40. В новом же доме у Галины Лучиной квартира на 9-м этаже. О замерзших дверях и речи быть не может. Тепло во всех комнатах, причем температуру на батареях можно регулировать. Сегодня хозяйка новенькой трешки планирует, как распределить комнаты, где будет кабинет, а где спальня, как создать теплую атмосферу в зале и куда поставить 2-метровый холодильник. Неожиданно к Новому году думали, что летом на будущий год. Но, конечно, Новый год в новом жилье – это очень-очень замечательно. Спасибо всем, кто имел в программе переселения из ветхого жилья. Все благодарю. По квадратам новая квартира у Галины больше предыдущая. Как дополнительный подарок от застройщика 2 балкона в кухне и в зале на разные стороны дома, с которых открывается шикарный вид на город. В новом жилом квартале развита инфраструктура. Дома в рамках программы переселения строятся по этому принципу в центре города. Благоустройство у нас на сегодня возможно для многоэтажных домов только в центре города, поскольку есть центральная котельная, она обеспечивает круглогодичное снабжение холодной и горячей водой, централизованное водоотведение. Основные застройщики – строительная компания «Три семерки» и Республиканское ипотечное агентство. На следующий год по этапу 2021 года будет расселено 539 квартир. Из них свыше 300 решили получить новое жилье. Для них сегодня возводят дома возле центральной районной больницы и по улице Рабочей. Самый большой объем придется на 2023-2024 годы. Это 1/3 часть аварийных квадратных метров. 48 тысяч мы должны будем расселить за 2 года. Поэтому это очень большой объем. И сегодня есть понимание того, что нам сегодня необходимо усилить свою работу вот именно по этапу 2023 года, для того, чтобы уже, скажем, в 2022 году начать строительство домов по этапу 2023 года. Многие жители города Ленска получили уведомление
по поводу определения способа, да, реализации своего права по программе переселения. Это возмещение, получение возмещения, либо получение нового жилья. Это необходимо для того, чтобы определиться, сколько квадратных метров надо будет построить. На этот же год было запланировано расселить 306 собственников аварийного жилья, 194 из них изъявили желание получить новые квартиры. И сегодня практически все уже распаковывают вещи и готовятся отпраздновать новоселье в канун нового 2022 года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Тампонском районе тоже празднуют новоселье. Там торжественно сдали в эксплуатацию сразу два 29-квартирных дома в поселке Хандыга и селе Мегино-Алдан, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. В прошлом году в Хандыге ввели в строй два многоквартирных дома по улицам Магаданской и Кудрявого. В этом году рядом с 28-квартирным домом по Магаданской возведен дом на 29 квартир. Виновники торжества, несмотря на 50-градусный мороз, пришли на долгожданное открытие целыми семьями. В общей сложности до 2025 года мы должны расселить из аварийного жилфонда площадью более 50 тысяч квадратных метров порядка 3000 жителей района. Новоселам ключи от новых квартир вручил руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы правительства Иван Попов. Затем домочадцев поздравила мэр поселка Хандыга Любовь Корнеева. Мы прожили на Магаданской 13 всю свою сознательную жизнь. Это, считай, мы жили там 40 лет. Вот, дом, конечно, был аварийный уже, и с администрацией мы ругались по поводу всех вот этих вот. Ну а сейчас так получилось, что благодаря этой программе дали нам такие замечательные квартиры. Я очень довольна, в восторге. У меня нет слов, чтобы высказать всю благодарность нашей администрации. Своих первых гостей с радостью встретила старожил поселка Виктория Чертогова. Она живет в аварийном доме, где очень холодно. В кухне +7 тепла, в спальнях +11. Сейчас ее радости нет предела. Совсем скоро она переедет в просторную, светлую, а главное теплую двухкомнатную квартиру. Захлестывают меня вот эти эмоции, радости, счастья, что наконец-то белый свет увидела. Тепло, квартира очень хорошая. Большое спасибо администрации, Путину, Николаеву, нашей местной администрации, Любовь Алексеевне за то, что с пониманием отнеслись к нашей беде. И еще я хочу поблагодарить то, что вовремя, своевременно сделали такой закон, как переселение жилья. Не было никакой возможности у меня, если бы не этот закон, что-то поменять. Все квартиры сдаются с полной отделкой, со счетчиками и электропечками. Ну что еще? Ну вот балкон. Балкон застеклен и очень такой хороший, просторный. Очень... Квартира вообще очень хорошая. Такая... Очень высокие потолки. И тоже вот ощущение простора, высоты. Ну так, очень чувствуется. В следующем году в Хандыге по улице Строителей будет сдан 64-квартирный дом, а в 2023 на той же улице 98-квартирный дом. Застройщик всех жилых домов – давний партнер ООО «Атлант». А самое главное – все дома строятся в каменном варианте. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К этому часу пока вся информация. Еще больше новостей вы найдете на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. До встречи в эфире.